Ассаламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Салтаев. Мансур, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Какое влияние сегодня оказывает власть Чеченской Республики для перевода заключенных к нам в республику? Глава Чеченской Республики держит данный вопрос на контроле. Непосредственно мы, как правозащитники, работаем в этой сфере. Люди обращаются к нам, мы работаем. Переводим людей ближе к родственникам. Это Ставрополь, это Чеченская Республика. Под тем статьям, которые мы можем переводить в Ставрополь, мы знаем, что повторно отбывающие наказания не могут быть. У нас нет исправительного учреждения Чеченской Республики. Это непосредственно те, кто повторно отбывает наказание. Поэтому мы их переводим в Ставрополь. Тех, кого мы можем, уже в Чеченскую Республику. Если заключенного все же не удалось перевести ближе к дому, что делается для поддержания связи с родственниками при нахождении в удаленных колониях? А через нас, через правозащитников, работает также и УНК. Непосредственно люди обращаются к нам, если не могут непосредственно выйти на связь со своими родственниками. Мы уже далее непосредственно работаем над этим вопросом и решаем эти вопросы. Проблем не возникает. И у нас не было таких, можно сказать, таких громких обращений, что не могут выйти на связь со своими родственниками. Если даже были, то всего лишь день-два и все. И мы сразу устанавливали контакты, сразу непосредственно в регионах есть уполномоченные по правам человека в каждом регионе, которые непосредственно держат руку на пульсе, контролируют ситуацию. Мы связываемся на местах, и они уже работают, и обратная связь появляется периодически, если есть такие вопросы. Какова эффективность судебного обжалования при отказе от перевода из других колоний? Вы знаете, есть прецеденты, когда, если есть отказ, через суд решается вопрос. Но большинство решений происходит через Замоскворецкий суд, это по территориальному, непосредственно, где находится Всероссийская Федерация, это территория, это район. И вот тот суд, люди подают обращение и принимают решение о переводе. Это в городе Москве, Замоскворецкий районный суд, где люди могут обратиться. У нас есть такие прецеденты, по которым велась определенная работа, и мы тоже со своей стороны содействуем в данном вопросе, подготавливаем документы, наши юристы работают над этой темой, поэтому очень положительные результаты есть. А вот есть ли какая-то статистика удовлетворенных отказных запросов? Отказных мало. Мало, да, потому что у нас специалисты работают, мы непосредственно по тем статьям, которые особо тяжким статьям, мы знаем, что по особо тяжким статьям лучше уже через суд решать вопрос, обращаться в Замоскворецкий суд, мы направляем, юридически подготавливаем граждан, поэтому мы по тем статьям, которым нам закон разрешает, мы работаем, и нам дается положительные ответы. У нас тесное взаимодействие в Российской Федерации с уполномоченными по правам человека в регионах Российской Федерации, поэтому проблем не возникает. По тяжким статьям, конечно, у нас отказы бывают, и по тяжким статьям уже далее мы после отказа, этот отказ непосредственно приобщается к документам, и через решение Замоскворецкого суда далее ведется работа. Какие права имеют родственники при инициировании процесса перевода заключенного? Какова их роль в этом процессе? Изначально данный законопроект непосредственно поднимался вопрос, отстаивался уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой. Она инициатор этого закона, непосредственно поддержала и Минюст, и Государственная Дума. И в 2021 году данный закон уже был принят, дал возможность переводить людей. Это действительно очень положительно влияет на будущую ресоциализацию осужденных, социализацию, адаптацию, когда родственники могут посещать, близкие родственники могут посещать осужденного, дети могут посещать, мать, может, отец, супруга. Это очень плодотворно, положительно влияет. Тем более мы знаем, как наше чеченское общество положительно относится к осужденным, когда они после отбывания наказания выходят на свободу, как поддерживают этих людей, связи родственные, как поддержка происходит. Поэтому ресоциализация, она в Чеченской Республике, можно сказать, с первых дней ведется, и никаких проблем не бывает с этим. Поэтому я, как уполномоченный по правам человека, как правозащитник, заявляю, что это действительно очень такой хороший законопроект, который очень необходим был в государстве. И мы выражаем особую благодарность всем тем, кто участие принимал непосредственно в принятии данного закона. Но я так понимаю, что практика перевода осужденных с определенных регионов на регионы, где они
непосредственно имеют родственников, проживают, либо прописаны. Эта практика чаще всего применялась в Чеченской Республике. Не скажу я только в Чеченской Республике, в регионах. Просто у нас нацелена работа, глава Чеченской Республики нас нацеливает на данную работу конкретно. Поэтому в регионах бывают, конечно, проблемы. В других регионах мы с коллегами общаемся, потому что вот конкретно, чтобы сказать, глава субъекта взял на контроль данный вопрос с осужденными, которые отбывают в регионах. Это вот мало в регионах такие вопросы бывают. Но поэтому это очень плодотворно влияет переводы в Чеченскую Республику. И проблема у людей, те, кто с нами работают, не возникает. Непосредственно те, кто к нам обращается, мы уже со своей стороны ведем огромную работу. Мы за последние 2 года перевели 156 человек. Это по тем статьям, которые мы можем перевести. Опять же, есть тяжкие, опять же говорю, тяжкие статьи. Это 126, 127, 317. Это террористического наклонности статьи. Это 205, 206, 208. Такие статьи, конечно, по этим статьям невозможно перевести человека. Опять же, через судебные инстанции нужно работать. Но по тем, которым мы можем, не тяжким статьям, мы работу ведем и нас слышат. Да, это был Мансур. С нами в эфире программы «Актуальное интервью» был Мансур Салтаев, уполномоченный по правам человека. Мансур Дерес. Я возьму с вами.